Кожарны. Зимняя неделя. Чувашский праздник новогоднего цикла. Это часть старинного праздника Сургури. Праздник праздновался чувашами в течение недели от Рождества до Крещения. Для проведения кожарны собирались в каком-нибудь доме от мала до велика. Собирали все необходимое для угощения гостей. За день до Крещения варили пиво и пекли пироги. За столом всегда сначала угощали старшее поколение. Они благословляли молодых на счастливую жизнь в наступившем новом году. Весь этот вечер проходил в увеселениях. Звучали музыка, пили, плясали под частушки. Но важное место в праздновании кожарны занимали всевозможные гадания о судьбе. В полночь молодые люди уходили в поле. Здесь на перекрестке дорог, укрывшись покрывалами, слушали, кому какой звук послышится. Если кто-то услышит голос домашнего животного, то говорили, что будет богат скотом. Если услышит звон монет, то будет богат деньгами. Если девушке послышится музыка, предсказывали свадьбу, значит, она выйдет замуж. А с какой стороны будет жених, гадали валенками. В эту ночь много разных гаданий было, но чаще гадали о женитьбе и замужестве. По чувашскому обычаю, именно в новогодний период родители молодых засылали сватов. Также во время празднования по дворам ходили ряженые, и они непременно навещали тот дом, где молодежь праздновала кожарны. Ходили они с кнутами, вениками, имитировали битье всех чужих, разыгрывали всевозможные сценки. Роль ряженых – это изгнание из села, из дома злых духов Старого года. Ряженые прятали лица, хозяева всячески пытались узнавать, кто под маской, и старались угодить ряженым. Угощали пивом, гостинцами, а потом все вместе пели и плясали. Опа, опа!